Уже завтра в Казахстане стартует кампания по прикреплению к поликлиникам. До 15 ноября каждый гражданин может поменять участок, а следовательно и врача. Как это сделать, знает моя коллега Эльмира Ержанова. Эльмира, какие сложности могут возникнуть в процессе и что нужно учесть при выборе поликлиники? Добрый вечер. Среди очевидных и привычных нам сбоев в базах данных особенно стоит выделить территориальный вопрос. Ведь если пациент прикреплен к клинике не по месту жительства, участковый врач на вызов не приедет. Поэтому сами медики рекомендуют выбирать медучреждение по месту прописки. Важно на сегодняшний момент соблюдать принцип территориальности, то есть выбирать организацию, которая максимально близко к дому, в связи с тем, что в условиях пандемии многие услуги сейчас оказываются дистанционно или с выездом на дом пациенту. То есть это выезд мобильных бригад, оказание неотложной медицинской помощи. Эльмира, а как можно прикрепиться к поликлинике и когда можно рассчитывать на медпомощь по новому участку? Прикрепиться к поликлинике можно через портал ЕГОВ.КЗ с электронно-цифровой подписью. Открепляться от прежнего участка не нужно. Система сделает это автоматически. После прикрепления нужно дождаться уведомления. Но к врачу по своему новому участку можно будет обратиться только с 1 января следующего года. К этому времени поликлиника должна будет заключить договор с фондом социального медстрахования на оказание услуг. Кстати, на каждого человека фонд платит чуть свыше 1000 тенге в месяц, вне зависимости от того, было ли обращение к врачу. Есть 9 категорий людей, которые могут сдать документы в бумажном виде в поликлинику. Это пенсионеры, инвалиды, опекуны, осужденные, студенты, военнослужащие, дети, рожденные в иностранных государствах, дома-малютки, сирот, престарелых. Для прикрепления этой категории граждан надо написать заявление, предоставить удостоверение личности. Врачи советуют всем, кто не прикреплен, сделать это в ближайшие 2 месяца. По статистике, только в Актюбинской области не зарегистрированных в поликлиниках казахстанцев около 9000. Врачи им не откажут в экстренной помощи, но лечить хронические заболевания не станут.